Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Мусустар – ежегодный молодежный фестиваль. Это максимальное объединение ресурсов для поддержания смелых целей нового поколения. Это масштабная площадка для развития ярких талантов, интеллектуального потенциала и практической реализации современных проектов. О проведении молодежного фестиваля «Мусустар» мы поговорим с гостем нашей студии Алексеем Сосновским, заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Фестиваль проводится в третий раз. Есть ли какие-то общие итоги? Ну, на самом деле, да, фестиваль уже, как вы сказали, проводится в третий раз. И общие итоги нас всегда радуют, потому что у нас довольно-таки большой, хороший охват. Мы очно привлекаем уже около 100 тысяч человек за эти 3 года. И у нас большие охваты по медиа-аудитории, более 90 миллионов просмотров. И мы гордимся этим, потому что это показывает интерес к Мусустару не только на территории Республики Саха-Якутия, но и по всей России. Также у нас к фестивалю есть и международный интерес. А какие новшества внесены в этом году? В этом году, конечно, формат особо не изменится, потому что формат уже зарекомендовал себя как довольно надежный и интересный. У нас также будут треки, также будет итоговое большое мероприятие в Триумфе. Но при этом, конечно же, без развития, без каких-то совершенств фестиваль остановится. Поэтому мы добавили ряд новшеств. В частности, у нас будет съезд движения первых. Это вот новое движение, которое в прошлом году запустил президент нашей страны, и сейчас оно активно развивается, и также в Якутии была открыта первая первичная организация, поэтому в этом году будет масштабный съезд движения первых со всей республики именно в рамках фестиваля Мусустар. Расскажите подробнее о некоторых треках. На самом деле мы очень рады, что у нас такая творческая, талантливая молодежь, и всегда пытаемся ее развить и услышать ее запрос о том, какие треки им интересны в этом году, какие направления. Сейчас, конечно, треки уже проработаны, определены, и уже информация появляется на сайте форума musustar.ru. Если говорить конкретно о треках, то также у нас остается, как и в прошлом году, киберспорт. Это популярное направление, которое всегда вызывает массу откликов, желающих принять в нем участие людей. Также у нас отдельно появляется направление по кинематографу. Будут конкурсы также для ведущих, для блогеров и для журналистов, которые мы вводим в этом году, чтобы вызвать интерес у молодежи и привлечь их внимание. И, конечно же, мы всегда говорим, что особенно последние годы патриотическое направление для нас, для республики, для нашего министерства является важнейшим. И поэтому будет отдельно патриотический трек, будет отдельно трек по добровольчеству, потому что добровольцы, волонтеры, начиная, наверное, с ковидных годов, с 2020 года, проявляют себя как, наверное, свои лучшие человеческие качества и зарекомендовали себя как надежные люди, которые всегда могут объединить республику в самые трудные времена. Вот. И, конечно же, у нас будут отдельно треки, которые связаны со спортом, ЗОЖем, потому что это важно. Молодежь у нас должна быть здоровой, крепкой и сильной. А начались ли уже какие-нибудь конкурсы и первичные этапы? Первичные этапы сейчас идут на звание лучшего молодежного района. То есть у нас идут первичные этапы среди районов. Запущен первичный этап с 18 февраля. И поэтому сейчас в районах республики идут конкурсы в соответствии с утвержденным у нас положением. Также у нас отдельно будут номинации для арктических районов. И, собственно, такая вершина, вот когда вот эти отборочные этапы уже пройдут в районах, лучшие из лучших будут в Якутске, в республике на этом конкурсе «Лучший муниципальный район». А в каких районах поподробнее можете рассказать? Ну, мы запустили во всех районах, то есть во всех районах республики. Наша цель всегда, когда мы проводим Мусустар, охватить всю республику полностью. Отдельно просто мы вот выделили Арктику, потому что, естественно, ввиду труднодоступности и толчка к развитию молодежной политики, мы сделали для них отдельную такую номинацию, чтобы у них была своя категория для соревнований. А выявились ли лучшие проекты? Если да, то какие? Сейчас на самом деле конкурс в самом разгаре.
Мы видим, что очень есть большой интерес и хорошие проекты по волонтерству, есть интересные проекты по трудоустройству молодежи. И, в принципе, потом уже, когда мы увидим срез со всей республики, можно будет говорить о том, какие наиболее проекты актуальны для республики и, собственно, какой есть запрос от районов. Это тоже важно, потому что на местах молодежная политика проводится эффективно, но всегда есть определенные моменты, которые могут вызывать трудности в одном районе и при этом не вызывать трудности в другом. И это тоже надо смотреть, и, как говорится, для статистики это очень важно. А кто и как будет оценивать проекты? Ну, на самом деле у нас очень прозрачное положение. Там идет оценка по баллам в соответствии с критериями. Критерии мы уже заранее разослали всем нашим коллегам в районах, чтобы они видели. Будет создана, естественно, конкурсная комиссия. Мусустар на самом деле всегда проводится на большом организационном уровне, потому что к нему привлекаются, собственно, к организации вся республика, так или иначе. То есть мы сотрудничаем с Конгресс-центром Якутия, со многими другими министерствами и ведомствами. Проведение Мусустара всегда курирует председатель правительства республики. Поэтому в данном случае, конечно, Мусустар — это такое флагманское молодежное мероприятие для республики. И конкурсы, которые в рамках него проводятся, они все положения максимально объективны. Там есть баллы, и по каждому конкурсу будет своя конкурсная комиссия, которая, собственно, и будет определять победителя. Мусустар — это и образование, и встречи со звездными гостями. В прошлые годы были незабываемые мастер-классы, например, с олимпийскими чемпионами. А что-то подобное ожидается в этом году? Конечно, в этом году мы также пригласим и спортсменов, и звездных гостей. Сейчас, конечно же, ряд гостей находится на согласовании ввиду их загруженного графика, поэтому я не буду раскрывать все подробности. Но мы всегда исходим из того и стараемся сделать так, чтобы ребятам было интересно. Мы проводили голосование среди молодежных организаций, чтобы узнать у них, кого они хотели бы видеть на Мусустаре. И, собственно, исходя из этого, также отправим запросы. Естественно, будут, как мы их называем, ну, хедлайнеры, флагманские звезды со стороны спорта. И будут, естественно, по выступающим, по ведущим также мы привлечем популярных, интересных для ребят людей. А повлияла ли ситуация в стране на организацию фестиваля? На самом деле сейчас мы, конечно, смотрим на то, чтобы придать значение больше именно добровольчеству, волонтерству, сбору помощи. Поэтому трек волонтерства, мы его выделяем отдельно, будет проведено множество акций, именно направленности на поддержку семьям мобилизованным, на поддержку самим мобилизованным. Также мы отдельно делаем упор именно на патриотическом направлении. Это будет чувствоваться как в треке по патриотике, так, собственно, и в треке по спорту, чтобы у ребят была возможность, например, сдать нормативы по ГТО и, собственно, как-то их привлечь, именно вовлечь к спорту. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, мы акцентируем на это внимание и хотим сделать такое объединяющее, больше патриотическое мероприятие, чем развлекательное. Вот. Ну и, конечно, мы всегда говорим о том, что развитие именно лучших качеств в трудные времена, оно должно проявляться вот сейчас. Поэтому мы рассчитываем на то, что ребята вовлекутся во все треки, но, естественно, сделают акцент и поучаствуют именно в тех добровольческих акциях и в тех, собственно, направлениях, которые мы считаем такими значимыми именно в это время. Проведение подобных мероприятий — часть государственной политики по консолидации молодежи, поиск новых форматов сотрудничества. Насколько это эффективно, какие приносит результаты? На самом деле мы считаем, что Мусустар довольно-таки эффективный формат, потому что если говорить о том, что, опять же, возвращаясь к нашему началу интервью, большой имеет охват со всей России, и основная цель Мусустар — это была всегда поиск
талантливой молодежи, раскрытия талантов республики. Потому что, ну, не секрет, что есть доступные районы, проблемы определенные, чтобы добраться и раскрыть свой потенциал, например, в каких-то федеральных мероприятиях, которые проводятся, например, в том же Крыму или в Москве. Но когда в республику приезжает такой крупный форум с такими, с 12 треками, которые охватывают все направления практически там молодежной жизни, все то, что интересно, это, мне кажется, уникальная возможность. И, конечно же, мы всегда хотели, чтобы этот форум был направлен прежде всего для ребят, которые вот приезжают, и они смогут и для себя что-то подчерпнуть, именно образовательное, и, собственно, и раскрыть свой потенциал, то есть показать свои достижения. И, конечно же, в этом году мы всегда сделаем особый акцент на том, чтобы это все не забылось, не прошло даром. То есть мы с победителями будем и дальше работать, сделаем план по их развитию. И также по тем конкурсам, если, например, человек выиграет конкурс по творческий, на лучший сценарий, то мы со стороны министерства будем делать все возможное, чтобы этот сценарий лег в основу какого-то произведения. То есть наша цель, чтобы это было такое мероприятие, которое даст отклик и зарядит ребят на весь год. И оно должно давать эффекты весь год, собственно. Ну, оно недаром как бы весеннее такое первое, поэтому мы рассчитываем на то, что эффект от него будет длиться весь год. А за эти 3 года проведения фестиваля кого-то из ребят можете отметить, например, с районов, может кто-то, кто до сих пор, ну, как-то отметился проектом? Ну, на самом деле, да, у нас есть множество ребят. Прежде всего, естественно, это творческие ребята, которые всегда активно себя проявляют, например, даже на федеральных конкурсах, таких как Таврида. Вот в прошлом году республика получила множество положительных отзывов по своему участию в Таврида Арт, и за что им огромное спасибо. У нас прекрасные ребята-хомусисты, которые ездили, играли. Также хочется отдельно отметить наше направление по киберспорту и ребят, которые там участвовали. Мы наблюдаем за их достижениями, они также продолжают участвовать в конкурсах, то есть они не остановились на этом, они развиваются, они тренируются, они участвуют в различных киберчемпионатах, и я больше чем уверен, что и их профессия IT также развивается не менее динамично, чем их участие в чемпионатах. А можете уточнить, в какие числа пройдет фестиваль? Основные 2 даты проведения фестиваля — это 24-25 марта. Вот. Но, как я говорил, следите за сайтом musustar.ru, потому что некоторые треки начнутся чуть раньше, потому что у нас очень насыщенная программа, и, конечно, в 2 дня очень трудно все уместить, поэтому заходите на сайт, смотрите, то, что вам интересно, отмечайте, там будут уведомления, там, ну, программа будет, поэтому следите за сайтом, пожалуйста, и потому что с 18 марта некоторые треки могут уже начаться. Андрей Александрович, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.